Господин премьер-министр, почему за 20 лет гагаузской автономии ущемляются права автономии, закрепленные законом об особо правовом статусе Гагаузии? Меняется правительство и меняется парламент, но продолжается принимать законы, противоречащие нашему закону. Когда этой практики прекратится? Это один вопрос. И второй вопрос. Господин премьер-министр, скажите, пожалуйста, в школах Гагаузии изучают историю румын, а в программе нет истории Гагаузу. Вы ответите на эти вопросы. Были как-то супремированы, то есть другими законами, которые приняты в Республике Молдова, органическими законами. Мы этот анализ имеем. Рабочая группа, которая должна создаваться, она будет создаваться. Я уже говорил с нашими коллегами в первых заседаниях парламента осенней сессии, то есть в сентябре. Эта рабочая группа появится, и мы постараемся очень быстро консолидировать и определенные положения закона о правовом статусе, и не допускать аннулирования некоторых положений закона другими органическими законами, потому что здесь, в принципе, суть проблем. История гагаузской народности, она должна изучаться, она должна быть в школе, но как часть молдавского народа, то, что касается нас, то есть и этнические корни гагаузского народа, развитие гагаузской культуры и прочие моменты, я думаю, что если это составляет, как есть и подготовленный материал, есть и учебники, это должно включаться в программу учебную. То есть я не ожидал, что будет такой вопрос именно, но готов к этому обсуждать. Премьер-министр господин Ляга приехал, я обещал, что Ферапонтико, Керетмунгу сделают нам дорогу. Лично приехал. Неплохо было бы, чтобы тоже приехали, посмотрели эту дорогу. И наше население очень просит, чтобы помогли заасфальтировать эту дорогу, потому что приезжают нам из Евросоюза, из других стран. И стыдно было бы показать наши дороги этим людям. Это первое. Второе, хотел бы я спросить вас. Я понял, что пенсионный ценз это не будет понижение, а повышение. И до 40 лет. И я представляю, сейчас берут на работу людей от 20 до 40 лет, а после уже никого не нужны. Где вы, как вы можно заработать тем людям, которые достигли до 65 лет? И где, и как они будут жить дальше? Касательно дорог в Абдарме и прочее, я уже предварительно поговорил с Ириной, скорее всего, я буду здесь 19 августа, и даже говорили о том, чтобы посетить Абдарму и уже более близко ознакомиться с ситуацией. По поводу пенсионной реформы. Первый принцип, это будет, хотя я не буду забегать вперед особо, но будет исключение дискриминации между мужчин, женщин, потому что в мире практически нигде такое не встретишь, что женщины выходят в одном возрасте, мужчины в другом возрасте. То есть, второе, вы услышите. Самый короткий вопрос. Кто украл миллиард и почему никто не сел в тюрьму? Я вам могу с уверенностью сказать, что постоянно буду в силу моих полномочий требовать от органа, который в правительственном подчинении, это Центр по борьбе с коррупцией, рекомендовать и публично требовать от Генеральной прокуратуры работать профессионально в соответствии с законом для того, чтобы ответить на ваш вопрос. Такой же вопрос и меня волнует. Кто конкретно? Потому что в этом докладе Кролл, который был опубликован господином председателем парламента, то есть там названы некоторые имена, но в результате один из фигурантов пока гуляет на свободе и стал еще и мэром одного города. И наоборот, если надо применять инструменты политического давления во время переговоров по созданию альянса, то родственников одного лидера арестовывают. Поэтому пока я не могу
говорить, потому что это не в нашей компетенции. То есть все процедурные следственные мероприятия ведет прокуратура. На мой вопрос сейчас из зала в адрес премьер-министра, кто украл миллиард и почему до сих пор никто не сидит, если вы заметили, он ничего не смог конкретно ответить. При этом он последние 6 лет является депутатом парламента Молдовы. Возглавлял всегда комиссию. И я уверен, что деньги, которые выводились последние 6 лет, были известны в том числе и ему. То есть лица, которые выводили эти деньги или занимались выводом этих денег за рубеж, и ему также были известны. Премьер-министр сегодня показал, что он конструктивно настроен к диалогу с Гагаузией, а это главное. Мы понимаем, что он готов сегодня с нами не просто разговаривать, но и, как говорится, совершать дела определенные и развивать наш регион. Это очень важно для нас сегодня. Ну, во-первых, хочется поблагодарить премьер-министра за данный визит. Почему? Потому что если есть сотрудничество между государственными органами различного уровня, это дает надежду на то, что те проблемы, которые возникают в жизни республики, будут разрешены именно путем сотрудничества и конструктивных договоров. Я думаю, что это очень хорошая, позитивная практика, когда первые лица страны приезжают для того, чтобы ознакомиться с ситуацией, в которой находится сегодня Гагаузия, с проблемами, которые имеются в ней. Я думаю, что это хорошие предпосылки для того, чтобы в положительную сторону решались вопросы нашего региона. Вы знаете, я очень надеюсь на то, что вот эта встреча, которая была, она будет конструктивной, и те разговоры, те идеи, те вопросы, которые сегодня задавались, они воплотятся в жизнь. Правительство очень часто меняется у нас в Молдове, люди остаются те же самые, и проблемы остаются те же.